Доброе утро! Вот заехал в очередной город, проснулся, заехал. 21 месяц в пути, 31 тысяча километров за спиной. Житель Чебоксар Никита Васильев с камерой в одной руке и велосипедным рулем в другой продолжает познавать мир не по книжным картинкам. Китай, Лаос, Вьетнам и другие страны Евразии Никита изъездил вдоль и поперек. Начинал я путешествовать вообще автостопом. После 18 лет попробовал. Мне очень понравилась дорога, сама дорога. Но автостоп мне вот так немножко надоел, потому что нет такой свободы. А велосипед, путешествие на велосипеде – это именно вот такая свобода. Путешествуя по городам и весям, Никита не забывает выкладывать в интернет свежие ролики. Говорит, от этого имеет хоть какой-то доход. Впрочем, всем необходимым с парнем делятся местные жители. Пожалуй, главное, что он открыл для себя – в мире больше добрых людей. С языками у меня не очень хорошо, но есть универсальный язык, это язык жестов. То есть все можно понять, если люди хотят, не нужно даже слов. Просто можно все показать, рассказать. Если люди видят, что ты с рюкзаками, значит, наверняка ты в дороге и хочешь, может, кушать, может, там что-то отдохнуть. Алтайский край поразил велосипедиста приветливыми людьми и природой. Признает, это настоящее богатство региона. Но вот с Чуйским трактом, по мнению Никиты, нужно что-то делать. В плане минусов, наверное, это дороги пока, которые смотрел. Например, вот это отрезок Чуйского тракта. Он уже, можно сказать, здесь не Чуйский, но она хорошая, но она узкая и очень нагруженная. То есть для велосипедиста она такая опасная. Никита всегда путешествовал один, но в краевой столице решил изменить принципам. В Барнауле он встретился со своей знакомой, жительницей Новосибирска Анастасией. Больше года молодые люди общались только онлайн, а после встречи решили ехать вместе до конечной точки пути города Чебоксары. Примечательно, что осуществить мечту ребятам помогли барнаульцы. Я совершенно сумасшедшим образом приехала сюда без велосипеда, думая, что как-нибудь мы его найдем. И мы не ошиблись. Приехав в Барнаул, здесь просто нашлись люди очень добрые, отзывчивые, которые сказали, да, у нас есть велосипед, он нам в принципе нужен, но вам нужнее, поэтому барнаульцы подарили нам велосипед, снабдили вот так вот дорогу, помогают очень сильно. Ради путешествия Анастасия даже уволилась с работы, а трудилась она корреспондентом в крупном издании. Просто захотелось что-то поменять, захотелось тоже рвануть, он как-то такой своей энергией зажег, и просто больше не было сил оставаться дома, просто рванула и поехала. С собой в дорогу, помимо свежих впечатлений о городе, палатки и теплых вещей, ребята возьмут флаг Чувашии. С ним Никита не расстается все путешествие. Наверное, русский человек так устроен, что ему всегда нужно иметь под рукой хоть какое-то напоминание о своей малой родине. Когда закончится путешествие, неизвестно. В каждом городе у ребят много друзей и знакомых, которые готовы приютить. Нам остается пожелать им доброго пути. Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».